Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Армия Асада снова замкнула кольцо вокруг восточной части Алеппо. Джабхат ан-Нусра там разгромлена. Между тем, Путин и Обама не смогли достичь соглашения по Сирии в ходе личных переговоров. Мешает пропасть в доверии. Еще рано говорить о том, что мы нашли какое-то решение. Вторые всемирные игры кочевников. Церемония открытия уже вошла в книгу рекордов Гиннесса. Сотни спецэффектов, 5D-анимация и тысячи исполнителей народной музыки на камузах. Это казахстанский «Беркут». Ему 13 лет. И вот мы решили привести его на соревнования. В России хотят отправить в тюрьму первого задержанного ловца покемонов в церкви. Закона на эту тему нет, но блогера из Екатеринбурга обвиняют в оскорблении чувств верующих. Для меня это полный бред, потому что кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном по церкви? Лондон снова сгорел дотла. В британской столице отметили годовщину пожара 1666 года сжиганием гигантской копии города. Соглашение по Сирии между Россией и США откладывается. Обама и Путин не смогли договориться между собой на личной встрече по вопросу, кого именно в Сирии считать террористами. Подготовка соглашения велась высокопоставленными дипломатами и военными двух стран всю минувшую неделю. И в ООН надеялись на полное прекращение огня в Сирии к 21 сентября. Очевидно, теперь не произойдет. Обама и Путин на встрече в Гуанчжоу говорили по сирийскому вопросу несколько раз в течение 15 минут в воскресенье и больше 1,5 часов в понедельник с глазу на глаз. К этой дискуссии время от времени подключались госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, лидеры признались, что соглашения пока не будет. Переговоры касались способов установления разумного, серьезного, доступного проверки прекращения военных действий в Сирии. Однако из-за проблем во взаимном доверии это были очень тяжелые переговоры. Еще рано говорить о том, что мы нашли какое-то решение. Тем временем в самой Сирии кровопролитное сражение в Алеппо достигло своей кульминации. Армии Башара Асада снова удалось замкнуть блокадное кольцо вокруг восточной части города. Прорыв Джабхат ан-Нусра на юго-западе Алеппо ликвидирован. Отряды боевиков разгромлены. Вы видите кадры, которые распространяют сирийская армия и агентство Рейтер. На них ликвидация коридора, который пытались пробить в город джихадисты из Ан-Нусры. Сирийские правительственные войска полностью отбили у боевиков территории воздушной и артиллерийской академии. Также под контроль взяты городские районы, примыкавшие к участку прорыва. Напомним, что сражение на юго-востоке Алеппо, этого крупнейшего сирийского мегаполиса, продолжается с начала августа. Боевики Ан-Нусры сосредоточили для деблокады города почти все свои силы. Больше 10 тысяч солдат, сотни ракетных установок и танков. Штурм позиций правительственных войск шел с обеих сторон, изнутри и снаружи города. Однако, несмотря на некоторые успехи, прорвать окружение до конца так и не удалось. Сейчас правительственная авиация и российские самолеты возобновили интенсивные ночные бомбардировки кварталов восточного Алеппо. В социальных сетях распространяются кадры авиаударов, произведенных минувшей ночью. Вы видите, что самолеты сбрасывают не только обычные бомбы, но и большое количество зажигательных бомб, которые вызывают многочисленные пожары в Алеппо. Также из Алеппо приходят сообщения о применении фосфорного оружия. После смерти президента Узбекистана Ислама Каримова главным вопросом является вопрос о его преемнике. Из республики приходят неофициальные сообщения о борьбе разных политических группировок за власть в стране. Тем временем в республике продолжается траур по Каримову. Напомним, что в последний путь президента проводили больше 100 тысяч человек, которые бросали цветы под колеса катафалка, ехавшего по улицам родного города Каримова Самарканда. Многие жители Узбекистана не могли сдержать свои слезы, что неудивительно, поскольку жизнь почти 2 поколений прошла при Исламе Каримове.
Также сегодня многих заботит, сможет ли Узбекистан сохранить стабильность после ухода Ислама Каримова. Как отмечают многие эксперты, никаких механизмов передачи власти покойный президент не создал. Наша коллега Шахида Якуб побеседовала об этом с обозревателем по Центральной Азии «Радио Свободы» Мирхатом Шарибжановым. Как раз вот в таких странах, как Узбекистан или в любой другой постсоветской Среднеазиатской республике, механизмы, процессы, они не работают. Тут работают правила подковерных игр. Если нет механизма, если нет не то чтобы механизма, написанного в Конституции, а нет опыта и нет накатанной вот такой схемы, то тут возможны всякие моменты. Этого сильного человека сейчас нет. Тогда это последствия для региона могут быть катастрофическими. Могут быть, но я думаю, что в любом случае они могут еще более катастрофическими, если туда начнут вмешиваться другие государства. Вот. А это очень может быть. Я сейчас не буду называть, но здесь очень много интересов других государств. Это очень серьезная страна, это один из основных игроков в регионе, если не самый основной. Вот. И здесь, я думаю, хватит опыта, а у Узбекистана все-таки по сравнению с другими центральноазиатскими государствами, включая Казахстан, опыт государственности гораздо больше исторически. Есть такая вот какая-то мудрость своя местная. Я думаю, все-таки найдут какие-то компромиссы. Я думаю, представители семьи все-таки где-то они останутся, где-то на каком-то уровне. И, в принципе, стабильность сохранится. Пока никаких внешних признаков какой-либо дестабилизации в Узбекистане не наблюдается. Границы страны закрыты, узбекские пограничники впускают людей, но пока не выпускают. Соседи Узбекистана, в частности Казахстан, надеются, что в ближайшее время движение людей и транспорта через пограничные переходы возобновится. В момент объявления о смерти Ислама Каримова наш корреспондент Дмитрий Беляков находился на узбекско-казахской границе и наблюдал, как реагировали жители приграничных районов. Дмитрий, здравствуйте. Какая ситуация на границе Узбекистана и Казахстана? Здравствуйте, Динара. Мы находимся возле пограничного поста Жебек-Жалы. Южные ворота по-прежнему открыты только для граждан Узбекистана, спешащих вернуться домой. Желающих перейти границу узбекистанцев сотни. Они приезжают семьями или целыми рабочими бригадами. Комментировать официальное сообщение о смерти и похоронах Ислама Каримова не хотят. Да и не могут сказать многого. Они торопятся домой, чтобы посмотреть на ситуацию своими глазами и сделать выводы. Как вам кажется, могут быть какие-то дестабилизация, волнения в стране или нет? Не знаю. Более осведомленные узбекистанцы не верят в возможную дестабилизацию в стране. Ну что может измениться? Я пенсионерка, мне пенсию не отберут. А у нее работа есть, работу не отберут. Что может измениться? Значит, то есть жизнь останется тоже. Останется, дети закончили учебу. Я думаю, что все будет хорошо. В обратную сторону границу практически никто не переходит. Местные таксисты говорят, что по ту сторону шлагбаума собрались десятки гастарбайтеров, которые спешат уехать на работу. Однако их пока не выпускают. В то время, пока переход ограничен, местное население практически сидит без работы. Таксисты и продавцы валюты слушают радиоприемники. На всех узбекских станциях в прямом эфире идут траурные передачи. Первые лица государства выражают соболезнования народу Узбекистана. Что, весь день музыка? Нет, сначала была траурная речь, а теперь музыка по всем каналам. У многих местных жителей есть друзья и родственники по ту сторону шлагбаума. Ася, жительница Жебек-Жалы, постоянно связывается с родителями в Узбекистане. Она уверена, что смерть Каримова не спровоцирует беспорядки в стране. Вот, например, в Киргизстане, да, какой был? Президент ушел, даже они сами себя хотели сесть. А вот в Узбекистане нет, они так не позволят. У них даже умной головы много. Думаете? Думаю. Официально казахстанско-узбекская граница должна быть открыта 4 сентября. Однако казахстанские пограничники не могут дать четкого ответа на вопрос, когда переход станет вновь доступен. Местные жители говорят, что, скорее всего, граница не будет доступна в течение 3-дневного траура, объявленного в Узбекистане. Вы мне скажите, пожалуйста, границу откроют завтра, нет? Не знаю. Там мы открыто, там Узбекистан же. Однако есть мнение, что запрет на переход границы может продлиться и до окончания празднования Курбанайта, то есть до 15 сентября. Динара, вам слово. Спасибо, Дмитрий.
Между тем, на одном из участков узбекско-кыргызской границы сохраняется довольно напряженная обстановка. Речь идет о спорной горе Унгар-Туо. Из Узбекистана пришло сообщение, что срочные переговоры о разрешении конфликта провели сразу после похорон Ислама Каримова, премьер-министра обеих республик. Напомним, что 22 августа узбекские силовики высадили десант на спорную с Кыргызстаном гору Унгар-Туо и захватили телекоммуникационную вышку. За минувшие 2 недели количество узбекских спецназовцев на горе увеличилось до 50. Они окопались и не подпускают к горе граждан Кыргызстана. 4 пленных сотрудников телевышки, захваченных в момент десанта, до сих пор не вернули на родину. Местное кыргызское население требует от властей начать военную операцию на горе Унгар-Туо. Между тем, в соседнем Кыргызстане открылись вторые всемирные игры кочевников. Как утверждают очевидцы, по своей красоте церемония открытия игр превзошла все самые смелые ожидания. Она уже попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству музыкантов, одновременно игравших на народном кыргызском инструменте комус. Их было несколько тысяч. На открытии побывала наш корреспондент Джибек Бегалиева. На игры кочевников Тревор приехал из экзотической Антигуа и Барбуды. Добраться до Кыргызстана атлету оказалось несложно. Совсем недавно он уже побывал в Центральной Азии. Я слышал про Кыргызстан. Я встретил кыргызских игроков, когда был в Казахстане. Но это мой первый визит сюда. Тревор – чемпион мира по варре. Это разновидность кыргызского тогускоргола, интеллектуальной игры вроде шахмат. Национальные забавы у кочевников с разных концов мира оказались похожими, хотя назвать кочевыми многие страны, участвовавшие в играх, можно с большой натяжкой. Всего на открытие вторых всемирных игр кочевников приехали представители более 60 стран. Костюмы у всех аутентичны, к выбору этнических нарядов сборные подошли серьезно. О кочевой истории самих кыргызов рассказали в формате 5D. Анимацию, графику и спецэффекты дополнили выступлением 1000 артистов. В джигитовке и исполнении опаснейших трюков современные кочевники оказались ничуть не хуже своих предков. Заявка на рекорд и сразу в Книгу Гиннесса. Выступление 1000 коммузистов было слышно далеко за пределами ипподрома. Посмотреть на представление организаторы позвали голливудского актера Стивена Сигала. Артист приехал в Кыргызстан сразу после Беларуси, где он также познакомился с местной культурой и кухней. В этот раз актера ничем не угощали, но зато нарядили кыргызским богатырем и вывели к зрителям верхом на лошади. А вот состязания между участниками игр начались на следующий день. Одно из самых зрелищных – Ундёк. Беркут на расстоянии нескольких сотен метров должен по голосу найти хозяина. Это казахстанский беркут. Ему 13 лет. И вот мы решили привести его на соревнования. Одна из самых сильных птиц у атлета из Узбекистана. Из-за траура спортсмены оттуда в церемонии открытия не участвовали, но на состязание пришли. В разговорах с журналистами все одинаково немногословны. Ташкент. А как вы оцениваете соперников своих? Нормальные, хорошие птицы. Сильные соперники? Да, сильные. Спасибо же. Как настоящие кочевницы на играх наравне с мужчинами соревнуются и женщины. Они вместе с мужчинами наравне они защищают свои земли, детей и родину. Вот поэтому я думаю, и башкиры, и киргизы, и вообще кочевники, женщины такие. Показать свою силу, ловкость и упорство атлетам предстоит почти в 2 десятках видах спорта. За всем этим целую неделю будут наблюдать десятки тысяч зрителей. Специально для них в живописном ущелье Кырчин на берегу Иссыкуля разбили этногородок. Но самый потрясающий вид открывается отсюда. Все видно как на ладони. И если бы не коммерческие палатки с едой, то этногородок вполне можно было бы принять за настоящее древнее кочевье кыргызов. Джибек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Иссыкульская область. Кыргызстан. Далее в программе. В России хотят отправить в тюрьму первого задержанного ловца покемонов в церкви. Закона на эту тему нет, но блогера из Екатеринбурга обвиняют в оскорблении чувств верующих. Для меня это полный бред, потому что кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном по церкви? Лондон снова сгорел дотла. В британской столице отметили годовщину пожара 1666 года сжиганием гигантской копии города. Северная Корея запустила сразу несколько баллистических ракет в сторону Японии. Сразу после пуска ракет государственное телевидение КНДР выпустило несколько духоподъемных репортажей об очередной победе корейской науки и вооруженных сил.
Как сообщают южнокорейские военные, ракеты были запущены с подводной лодки. Все они не долетели до Японии и упали в море. Во время предыдущего подобного пуска стратегических ракет северокорейской субмарины лидер страны Ким Чен Ын объявил, что Америка отныне является уязвимой для северокорейского ядерного оружия. Как обычно, раньше всех на ракетные старты отреагировал ближайший сосед Северной Кореи – Корея Южная. Северная Корея снова запустила баллистические ракеты, что является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Запуск представляет собой акт серьезной провокации, который показывает, что ядерное и ракетное развитие Северной Кореи создает реальные угрозы для соседних стран, международного сообщества, а также безопасности на Корейском полуострове. Церковь против покемонов. Беспрецедентный процесс в российском Екатеринбурге. Видеоблогера осудили на 2 месяца лишения свободы за оскорбление чувств верующих. 22-летний видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал на YouTube видеоролики, в одном из которых он играл в Pokemon Go в храме на крови, а в других критически высказывался о Русской Православной Церкви. Из зала суда Руслана Соколовского увозят в СИЗО в наручниках и под конвоем, как опасного преступника. Защита просила на время следствия подписку о невыезде или домашний арест, но суд отказал. Суд указал, что Соколовский может продолжить заниматься преступной деятельностью. Преступление Соколовского – это ловля покемонов в одном из храмов Екатеринбурга. Он построен на месте убийства семьи Николая II. В начале августа один из центральных каналов озвучил информацию, что за игру Pokemon Go в храмах грозит уголовная ответственность. Хотя статьи такой нет и не предвидится. Руслан не поверил. И для меня это полный бред, потому что кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном по церкви? Теперь ему вменяют 2 статьи: оскорбление чувств верующих и экстремизм, разжигание вражды. На сторону Руслана сразу же встали общественники и гражданские активисты. Пришла посмотреть, как кто-то тут оскорбился. Потому что вообще православные верующие, у них оскорбление – это грех. Они вообще не могут оскорбляться по умолчанию, если они верующие. Вот мне интересно посмотреть. Плюс у меня море знакомых, и дитё ловит покемонов. Я не знаю, где дитё завтра их поймает, и я отвечать буду. Отпустить Руслана из тюрьмы просит и мэр города Евгений Ройзман. На своей странице в соцсети он просит церковь проявить к нему христианскую терпимость. Это дикость. Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться. Позорище. После широкого резонанса появились сообщения, что владыка местной епархии Кирилл готов обещать милость подсудимому и в наказание просит для него исправительные работы в хосписе. Журналистам официально это пока не подтверждают. То, что он играл в храме в покемонов, это нехорошо просто лично для него. А то, что он сделал из этого видеоролик, и видеоролик, в котором бросил вызов по отношению к гражданам Российской Федерации, объединив их по религиозному принципу, оскорбительно высказываясь в отношении того, в кого верят, вот это уже совсем плохо. Следователи священникам вторят. Дескать, ловля покемонов в храме стала лишь поводом внимательнее всмотреться в другие ролики блогера Соколовского. Адвокат Руслана говорит, его страницу в интернете сейчас изучают 4 следователей, а это половина отдела. Вот некоторые выдержки из его записей. Мы не должны жить в стране, где нас связывают по рукам и ногами из-за каких-то сектантов. Пусть они там сидят в своих заведениях и молятся, но почему они приходят в школы? Почему мы не можем преподавать эволюцию в храмах, а почему они могут нам передавать какое-то слово Божие и занимаются всем этим сектантством? Максимум за активный интернет-атеизм и любовь к покемонам блогеру светит 5 лет тюрьмы. Выйти из СИЗО он может под залог в 100 тысяч. Такой суммы у семьи Руслана нет. Его мать инвалид на иждивении у сына. Этот факт суд почему-то не учел. Сейчас общественники помогают ей собрать деньги, чтобы вызволить сына хотя бы на время следствия из тюрьмы. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Популярный международный сервис Яндекс.Такси начал свою работу в Грузии со скандала. Поводом стали Яндекс.Карты, на которых Грузия изображена без Абхазии и Южной Осетии. Жители страны выражают свой протест через социальные сети, а грузинские власти обещают все урегулировать. Звят Пчедлишвили подробнее. Пенсионер Амиран Мамиствавашвили уже 15 лет занимается частным извозом на улицах грузинской столицы. За это время, вспоминает мужчина, в Тбилиси появилось и закрылось множество таксомоторных компаний. И почти всегда крупные игроки поглощали более слабых конкурентов, попутно отбирая клиентов у частных извозчиков.
Потому, говорит Амиран, от появления в Тбилиси российского Яндекса местные таксисты не ждут ничего хорошего. Здесь столько такси, что даже в Москве, наверное, меньше. Для многих людей это единственный способ заработка. Даже крестьяне оставляют свои земли и едут в города, чтобы таксовать. Конкуренция большая, и крупные компании намеренно снижают цены, чтобы завоевать рынок, а мелкие игроки, как и частники, такого себе позволить не могут. Иначе будут работать себе в убыток. Российская компания Яндекс.Такси, которая всего как несколько дней появилась на улицах Тбилиси, действительно предлагает услуги перевозок по заниженным ценам. Но завоевать симпатии жителей столицы ей пока не удается. Напротив, в грузинском обществе усиливается протест против деятельности этой компании, а в сети запущен хэштег «Скажи нет Яндекс.Такси». Один из инициаторов протеста, блогер Георгий Джахая, известный в сети как Сухуми, рассказывает, что все дело в картах, предлагаемых сервисом Яндекс. На них Грузия изображена без Абхазии и Южной Осетии, которые в свою очередь указаны как независимые государства. Джахая потребовал от руководства Яндекса исправить карты, пригрозив судом. Карты были исправлены, но, как рассказывает блогер, только для интернет-пользователей из Грузии, Украины, Турции и Израиля. В остальных странах осталось без изменений. Я думаю, что все же Яндекс проявит благоразумие и исправит по всему миру. И будет показывать своим пользователям правильную карту Грузии с Абхазией, с Южной Осетией. В случае, если это не произойдет, я думаю, что не только в Грузии, но и во всех странах, в которых будет неправильно показываться карта Грузии, в этих странах будут поданы иски для того, чтобы защитить право пользователей. Однако на такой шаг Яндекс не идет. Представительство компании в Грузии с целью защиты собственных прав обратилось в одну из самых авторитетных юридических контор, но получило отказ в обслуживании, опять же в знак протеста. Тем не менее, компания продолжает деятельность, а региональный менеджер Яндекс.Такси Тенгиз Веляни обещает, что проблема будет урегулирована. Лично для меня Абхазия и Южная Осетия – это Грузия. Да, карты нуждаются в коррекции, и это сложный вопрос, но, думаю, выход будет найден. И все же скандал, судя по всему, не позволяет российской компании развернуться в Тбилиси на полную мощность. Таксисты, работающие под маркой Яндекс, не желают говорить на камеру, но в личной беседе жалуются на недостаток клиентов. Пока сервис, по их словам, пользуется спросом лишь у туристов из России. Ситуацией заинтересовались и власти Грузии, на которых недовольные граждане возлагают главную вину за допуск российской компании на рынок. Теперь в правительстве обещают заново изучить документацию компании и принять соответствующие меры. Звиат Мчедлишвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси. 120-метровый макет Лондона 17 века сожгли в британской столице. Акция была приурочена к 350-летию Великого пожара, уничтожившего почти всю историческую часть города в 1666 году. Огромный макет установили на палубе корабля и пустили по Темзе. Между мостами Блэкфрайерс и Ватерлоо деревянный Лондон подожгли. Подробности в репортаже Рейтер. Вечером в воскресенье на Темзе сожгли гигантскую деревянную копию Лондона 17 века длиной 120 метров. Акция была посвящена 350-летию Великого пожара, уничтожившего почти всю историческую часть города. Организатором мероприятия стала компания Artishock, проводившая 6-дневную акцию London Burning, а автором макета – американский художник Дэвид Бест. Великий лондонский пожар начался в воскресенье 2 сентября 1666 года в пекарне Томаса Фаринера на улице Паддинг-Лейн. За 4 дня огонь уничтожил более 13,5 тысяч домов, 87 церквей, собор Святого Павла и большинство правительственных зданий. В результате пожара крова лишились 70 тысяч жителей центрального Лондона из 80 тысяч. При этом жертвами бедствия стали меньше 10 человек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.